Овощи и фрукты – это не только витамины, но и клетчатка или пищевые волокна. Это компоненты пищи, которые не перевариваются ферментами человеческого организма. В 70-е, 80-е годы 20 века был в ходу термин «балластное вещество», но с развитием науки стало понятным, что это абсолютно некорректное название. Тем не менее, клетчатка до сих пор недооценена многими людьми. 11 лет моей работы показывают, что у всех белорусов существует дефицит клетчатки. Белорусы не одиноки в этой проблеме. Оказывается, до 90% населения употребляют недостаточное количество клетчатки. Мы не доедаем самую главную такую группу продуктов – это овощи. Типично у белоруса овощи – это огурец, помидор и перец. Все. Они не замечают кабачки, цукини, которые продаются круглый год, замороженные овощи, миллион замороженных смесей, огромное количество листовых салатов. Ну и вообще редко, скажем так, пучками едят зелень. Есть хорошее правило в здоровом питании. В день желательно съедать 5 овощей, фрукты или ягоды, тоже прекрасные источники клетчатки. Так же, как и цельнозерновые каши, гречка, овес, бурый рис и тому подобное. А также хлеб из цельнозерновой муки, бобовые, горох, фасоль, соя, чечевица, тоже богаты клетчаткой. В норме человеку необходимо 25-30 граммов, это минимум, и 50-60 граммов максимум. Но по факту я вижу, что в питании белорусов клетчатки в день от 1 максимум до 10 граммов, то есть колоссальный дефицит. Клетчатка – уникальный нутриент. Дает чувство сытости и помогает в переработке пищи, впитывая в себя жидкость. Это когда я вам предлагаю еще один кусочек и говорю, съешьте еще кусочек, а вы говорите, я не могу, Светлана, я сыта по горло, в меня просто не влезет. Кроме всего прочего, клетчатка выводит до 30% жиров из той пищи, с которой вы ее едите. Она выводит плохой холестерин, она снижает уровень сахара в крови, то есть снижает тягу к сладкому. Она не дает застаиваться желчи, то есть это лучшая профилактика, чтобы не образовывались камни. При этом она является лучшей профилактикой запоров, потому что она усиливает перистальтику кишечника. Долгосрочные исследования под эгидой Всемирной организации здравоохранения показали, что высокое количество пищевых волокон в рационе помогают сохранять давление и вес в норме, значительно снижают риски сердечных приступов, некоторых видов онкологии и диабета 2 типа. Клетчатка не просто подталкивает другую съеденную пищу на выход. Миллиарды бактерий толстого кишечника используют ее. Они вызывают брожение пищевых волокон для производства целого ряда химических веществ, в том числе жирных кислот короткой цепи, которые оказывают влияние на все тело человека. Я рекомендую вводить продукты с клетчаткой. Это, конечно же, цельнозерновой хлеб, цельнозерновые каши, овощи, зелень, фрукты и ягоды в каждый прием пищи. Но так как сейчас, может быть, у вас нет такой возможности, или я часто слышу от своих клиентов, я не люблю есть овощи, особенно мужчины так говорят, то только в нашей стране продается клетчатка рассыпчатая. Стоит совсем дешево в отделе, где макароны и где хлебцы. И также продаются отруби. Покупайте их и вводите в свой рацион. Увеличить содержание клетчатки в своем рационе совсем не сложно, а качество здоровья от этого улучшится кардинально.